кого не секрет, что демографическая ситуация в Абхазии является весьма сложной. У нас много проблем, но это одна из приоритетных проблем, естественно, и поэтому мы должны о этой проблеме говорить и искать пути выхода из нее. Хотя у нас маленькое государство, даже большие государства имеют огромные проблемы в области демографии. Не буду их называть, практически все страны, цивилизованные страны в Европе, в Америке, все они имеют проблему с рождаемостью, высокой смертностью, тем более после ковид-эпидемии. Так что, и тем не менее, у нас есть страна, которую нужно сохранять, и поэтому для нас это очень важная тема. Речь идет также о демографической уязвимости абхазского этноса, как государствообразующего этноса. Где здесь главные проблемы? Слабый прирост абхазского населения, вообще населения Абхазии, и неконтролируемая миграция. Она частично контролируемая иммиграция, частично неконтролируемая. Это два фактора, они влияют на общую ситуацию в Абхазии. Какую опасность несет в себе тенденция уменьшения удельного веса абхазского этноса, если мы выделим его из этого структуры абхазского общества? Прежде всего сказать, что это действительно этнос государствообразующий. Он является, как и все сограждане, является носителем идеи абхазской государственности. На нем лежит ответственность по поддержанию полноценному функционированию абхазского языка. Это наша задача в нашем обществе. Развитие абхазской национальной культуры. И основная тяжесть по обороне страны, не дай бог, что-то будет, тоже лежит на нем. И поэтому необходимо признать, что демографическая слабость абхазского этноса является прямой угрозой национальной безопасности нашего государства. Демографическая безопасность является одной из составляющих политической безопасности страны. Альтернатива ей – утрата контроля над государством. По своей значимости решение демографической проблемы сравнимо с задачами по обороноспособности страны. Но можно ли сказать, что наше государство, что мы подошли к решению этой проблемы? Пока, к сожалению, об этом говорить рано. Кто же будет строить новую Абхазию? Кто будет развивать нашу национальную культуру, язык, экономику? Кто будет защищать страну от возможного агрессора, не дай бог? Вопросы далеко не праздные. Повторюсь, и демографическая безопасность является делом первоочередной важности, сравнимой по своей стратегической значимости с проблемой обороноспособности государства. И решать ее нужно именно в такой плоскости, решительно не жалея никаких средств. Хроническая демографическая безопасность, слабость абхазского этноса является ахиллесовой пятой нашего этноса и во многом причиной ее бед. Здесь много исторических предпосылок, конечно же. Это и махаджирство, которое практически наш народ разделил на две части. Беревский период, затем военные жуткие условия, блокада. И все это повлияло сильно на то, что рождаемость в Абхазии приняла такие неутешительные цифры. Усугубляет ситуацию и исторические сложившиеся особенности абхазского поведения, репродуктивного поведения. Поздние браки и связано с этим невостребованность большого числа женщин, которые, поскольку мужчины, которые решили в конце концов вести семью, ищут брачных партнеров моложе себя. Хотя традиционно у абхазов были большие семьи, с большим числом детей. Однако из-за урбанизации и других причин, экономических условий, военных, послевоенных, в городе стало нормой 1-2 ребенка, а в селе 2-3 ребенка, сейчас теперь уже, раньше было 3-4. То есть это нулевой прирост населения, конечно же. Что влияет на нынешнюю ситуацию? Все эти условия сохраняются на репродуктивное поведение населения. Безработица среди молодежи, то есть нет средств для того, чтобы завести семью. Низкие зарплаты при вполне московских ценах на все практически продукты питания, на товары широкого потребления, стройматериалы, высокие расходы на рождение, воспитание, обучение детей. Все это сказывается целиком на неблагоприятной картине уровня рождаемости. Много молодежи, в основном молодых мужчин, в основном абхазского происхождения, абхазцев, гибнет в автомобильных катастрофах, ДТП. Страна ежегодно теряет десятки молодых людей. Не снижается уровень потребления наркотиков среди молодежи, также является показателем социально неблагополучного населения и также негативным образом влияет на сложную ситуацию в области демографии. Тяжелым ударом была недавняя эпидемия COVID-19, унесшая многие жизни. И хотя абхазская медицина в целом хорошо справилась с этим вызовом, последствия эпидемии сказываются до сих пор. Здесь будет предложение, может быть, я предложил какие-то вещи, например, создать комиссию демографическую при Совете министров, скажем, которая бы занималась мониторингом ситуации в Абхазии и вырабатывала бы
рекомендаций для правительства. Рабочие группы в составе специалистов из АГУ, из АБИГИ, которые бы проводили бы исследования демографическое. У нас только один демограф пока, к сожалению, еще есть тоже хороший специалист Нури Багапш. Вот 2 демографа на всю Абхазию. Это, конечно, немного. Вот, и так далее. Много ли создания демографического фонда Абхазии, который занимался бы проблемой помощи вот, тем семьям, которые хотят завести ребенка. Вот, что-то сделано было, что-то делается, и тем не менее все-таки на ситуацию оно не влияет сильно, к сожалению. Вот. Кроме того, у нас многие почему-то вот, тоже возлагают надежду на репатриацию, но это очень сложная проблема. Специалисты знают, что не так просто заставить людей приехать массово из другой страны, поселиться здесь. Вопросы языка, вопросы культуры и так далее. Поэтому здесь приходится нам учитывать, что важный упор надо делать именно на демографии внутренней, то есть на стремлении рождаемости. Это самый главный эффективный способ решения проблемы в нынешних политико-экономических условиях. Также затронул вопрос нелегальной иммиграции в Абхазию. Есть проблема легальной иммиграции, конечно же, да, то есть люди получают официальное разрешение. Это в основном гастарбайтеры, так называемые, из Средней Азии, Узбекистана, Таджикистана и так далее. И тем не менее, есть очень много и нелегальных иммигрантов в Абхазии, которые приезжают в Абхазию, где-то прописываются в каких-то местах, таких деревнях, а потом уже легализуются вот, и даже получают гражданство и паспорта. Вот. Кроме того, существует еще другой легальный способ получения гражданства, это комиссия по гражданству, да, при президенте. Я участвовал, кстати, когда был в МИДе, работал 5 лет. Вот. Все-таки, конечно, это важно, чтобы люди в Абхазию приезжали, особенно если касается специалистов, очень важно для Абхазии, специалистов. Однако, учитывая контингент тех, кто подает, это не всегда специалисты, это часто пенсионеры, допустим, люди, которые уже не могут принести для Абхазии ничего хорошего, такого в плане экономики, культуры, просто хорошие условия жизни в плане вот нашей природы и климата. И в год комиссия выдает, то есть часть этих людей, это люди в Абхазии родившиеся, и они восстанавливают гражданство. Здесь, мне кажется, проблем не должно быть вообще. Но часть людей, часть населения, половина, можно сказать, аппликантов, это те, кто в Абхазии никогда не жил, просто хотят здесь пожить. Вот. И в год комиссия выдает примерно около 3000 лицензий на гражданство, паспортов. Умножить на 10 лет, получится 30 000. Это для Абхазии большая цифра. То есть надо об этом очень хорошо подумать и посмотреть на опыт других стран, маленьких стран. Например, княжество Монако. Вот, вы знаете, процветающее княжество, хотя еще недавно это было, лет 50 назад, такая бедная деревушка, получилась одна из самых таких дорогих стран мира, и тем не менее, там живет очень много иностранцев, покупают недвижимость, без проблем совершенно. Но гражданство получить невозможно вообще. То есть на внутреннюю ситуацию в стране она никак не влияет. Другой пример – Объединенные Арабские Эмираты. Население коренного 18% местных. Остальные все гастарбайтеры. Но они живут уже годами, там, уже поколениями живут. Получить гражданство невозможно. 18%. Получить гражданство невозможно категорически. То есть люди живут, они участвуют в экономическом развитии страны, там прекрасные условия для экономики, очень мало бюрократии и так далее. Но получить гражданство и влиять на внутренние процессы в стране, на референдум, на выборы, они не имеют права. Я думаю, что надо подумать о каких-то ограничениях в плане предоставления гражданства именно по легальному пути. Здесь тоже нужно, мне кажется, какие-то меры принимать, вот, ограничительные. И хочу завершить свое выступление цитатой из выступления Владислава Арзеба, главы нашего государства первого. Это цитата. «Мы защитили свою землю, дошли до Ингура. Зачем нам эта победа, если здесь не будет жить абхазов? Если нас не будет много? Если другие народы придут сюда и будут здесь жить, заберут наши земли, дома, заберут все, что у нас есть. Для чего такая страна для абхазов? Нас должно быть много. Когда мы говорим о строительстве государства, в первую очередь мы должны решить проблему демографии. В первую очередь. Я считаю, что это очень важный посыл, который мы должны все помнить и, соответственно, действовать на всех уровнях. На уровне правительства, на уровне общества. Я хочу дать оценку современной демографической ситуации в республике за последние 5 лет. Приведенные на табло цифры рождаемости и смертности с 2014 по 2022 год. В 2022 году
родившихся меньше на 443 человека, чем в 2018 году, тогда как количество умерших возросло на 252 человека. С 2020 года только наблюдается увеличение числа смертности. Соответственно, цифры естественного прироста отрицательные. Хотелось бы обратить внимание также вот на показатели на 1 января 2024 года. Значит, на все население Республики Абхазия родилось 897 человек, а умерло 1259 человек. Соответственно, естественный прирост составляет минус 362 человека. Среди, значит, городского и сельского населения линия рождаемости стремительно опускается, тогда как линия смертности поднимается. И, конечно же, линия естественного прироста показывает отрицательные цифры. То также хочу обратить внимание на слух, правда, вот на 24 год, на 1 января, значит, городское население увеличило всего лишь на 14-18, умерло 746 человек. Естественный прирост минус 328 человек. Сельское население минус 34 человека. Смертность 513, рождаемость 479. Число браков за этот же период сократилось на 45 единиц, а разводы увеличатся на 42 единицы. Я, когда обрабатывала эти данные, я увидела тех людей, которые даже и поныне живут в здравии, в семейном браке. Но по каким-то семейным обстоятельствам они юридически оформляли свой брак как расторгнувшим. То есть я склоняюсь к тому, что вот развод по показателям немного не точны. С 2011 года по 2019 год численность населения республики увеличилась на 4541 человек. Почему я беру с 2011 года? Потому что последняя перепись населения в Абхазии была проведена в 2011 году. А с 2019 по 2023 год численность населения уменьшилась на 1288 человека. Доля коренного населения абхазов в структуре населения составляет чуть более половины. Численность абхазов с 2011 по 2022 год увеличилась лишь на 3168 человек. Неблагоприятная возрастная динамика, регрессивный тип возрастной структуры, когда доля старшего поколения 23%, а доля детей-подростков 17%. Также наблюдается в старше трудоспособного возраста на 1000 мужчин, женщин приходится больше. Почему вызвана такая тенденция? Она обусловлена исключительно высокой смертностью мужского трудоспособного населения и, как следствие, снижение показателя ожидаемой продолжительности жизни населения, именно мужского населения. То есть на наших дорожно-транспортных происшествиях в основном погибает трудоспособное абхазское население. Мы должны об этом говорить. Приведенные показатели говорят о существенных демографических проблемах в стране. К основным демографическим проблемам относятся это низкий уровень рождаемости, стремительный рост показателей смертности, неблагоприятная возрастная динамика населения, а именно рост числа людей пенсионного возраста и, как следствие, возрастание нагрузки на занятых в экономике, низкая продолжительность жизни мужчин. Далее, деформация структуры населения по полу, обусловленная разрывом в продолжительности жизни мужчин и жизни. Также ухудшение репродуктивного здоровья, ухудшение женщин, а также здоровья новорожденных. Какие же основные задачи решения проблемы? Конечно же, в демографии очень много проблем решения, но первым приоритетом я считаю, что нужно, это первое, сокращение уровня смертности, прежде всего в трудоспособном возрасте, а также повышение уровня рождаемости за счет рождения в семье третьего и последующих детей, объявление многодетной семьи национальным приоритетом. Ари хинткарку зигиржи из вяшукса и мепургут тайра. Абри раунд хаял яштом. А раунд зикарцо абри хинткарку зигяко зигяхшала на нас абри дуне хинзана дзадзу закая вафил рукунхо элдергот. ريحنكارو كوكو بزنزجي مبزمجت ويستفك حمو بزنزا إوروبا كتجي يقع حنكارو كيوم أخورتر البروبليما ده شكوب حا بروبليما جيز شوكسا خيشتي يجيبش بك حرتو باي يسخصها واحد نكم زرزنك يحس مرياشة زيد جاي شوكس ريونتقا دار أبصخرة كرة شخيد أخا أبري حرا أتيرا نيوس إسشوكسا إمي بحكو تاوسوركا وبري إمي بحكو دокумента оборот
أبري حنكر جزء أي بزيني أعرف بريزة أخذ بزيرة يوغد أخ ستامزري جوكا كتكورج أدمينستراتسي كوك حبلخد أبري أبشمرت كورب شخوزن زجي تريزم ني أرززم إجرا خاني يزي بسسكي يشخطو يربني حمزم أبريز يجكاني نقم وصري حرباقا كويش قالو официально. Дасу усу бартаджи шохто езигалар харау фииз хидгалан заад из милатла дарбану ха гудзамуй асо. Я хаб хшары урта ко урта справка за сирыртод. Урта рткоги хахопшит хара хшары урта корпа. Егира официально изини хаму хара закс хайqu أتايرتا وبرت ركعتكو يس كاد يبسز كاد وبرترلو بحرا أيخ شيء خحشو ويحب يريب سريدو أخا أزاكسج أوي ينام تو دمنير حرينام تحنيزم أبرياشوك سينتق يز وبريد دربدو بستاتستيكاج أخا يشوك سخشك سزنا دنيلا كستاتستيكا دنربدزوموي أزاكسج يزقرتو يكاد أخوجي دشيز دنبي حيزار سبرافكا ريتود ردوما يرتز وي خرط اني زارتو تخوي ابري منيوس تايرمو بازا دانخ واخي يربوط وايقو ححخي ارباش حمزم خوشك سراب خيز خوجي سنتا ديس شدح سربزوم وسامي статистика бриашукс юнинцqa иqalasоb убрезы айпшымрақәа ҳамоуп ари миниустриккулан ари спутник инарбот абри брысҟак ахшара иҭҳәа урҭ рхыԥхьаӡара ҳхыԥхьаӡара зынӡаск еиқәшәаӡом избанзар урҭ абри хәышықәса раԥхьа изгьы ҩышықәса раԥхьа изгьы зегьы иҭарҩыз убырҭ еидкылан ирҳәот уи астатистика ахьӡым уи ахьӡуп база даных зегьы ахьҭо абри жәаҩшықәса зегь реиҳа иаҳаны из ахшара убри урыстәыла ҳанахарҵ ашьҭахь нас ацхыраара ҟалеит аҽакит нас абри ахшара уразы ҳаҳәсақәа урыстәыла ицаны ан лмал ҳәа акрырҭоит убри азы хәыҷы-хәыҷла ицо убри астатистика шәахәаԥшыр убас ибзианы инарбоит џьоукы ани ҵара ҳамоуп ҳәа иахәаԥшуеит аха ахшара иура иҟәыҵит аԥсуаа дунеиатәыла бгеит рҳәеит иҟәымҵит ахшара иура иҟәымҵит аха абнахь ицо убрахьынтәи ақьаадқәа рымоуп нас ҩышықәса хәышықәса аныҩс иҟарҵоит мамзаргьы ашколахь ианцо ма садикахь мамзаргьы апартспорт руаанӡагьы ҟарҵаӡом ирҭахӡам убри асакәанаҿ џьаргьы имырбаӡакәа иаанхеит иаҳсышьҭыхӡом аха убри убыс шыҟам атәы абра ишьҭаҳхит астатистика абри министр ҵара просвещение ахьӡоуп иара уажәы убырҭ актәи класс ицо ахәыҷқәа фышықәса раԥхьа изи убырҭ иаҳа иазааигәазароуп усами иашаны иҟаҳҵозар абри жәаҩашықәса инаркны иаҳа жәаҩашықәса зиз жәаашықәсаз ашкол ахь дцеит актәи класс ахь усами жәахашықәса зиз зеижә абас хәышықәса фышықәса еидкылан абарҭ еиваргылан ҳахәаԥшит интересуп ари иаҳаб ҩнызқьи жәаҩашықәса рзы ҩнызқьи ҩышәи ҩынҩажәи жәа хәыҷ изар ҩнызқьи аашәи ҩынҩажәи жәаҩа ашкол ахь ицеит фышықәса нархаз убысҟан иисы ари аԥхьа ҳахәаԥшуазар абри еиԥшым хәышәи ԥшьынҩажәи жәиԥшь рыла иаҳан ашкол ахь ицеит жәаҩашықәсаан ииз раасҭа нас ари ацифра ихало уажәы ҩажәиҩба шықәсазы ҩажәихԥа шықәсазы ашкол ахь ицаз урҭ жәаԥшықәса зиз ҩыбжь шықәса рзиз роуп зқьышәи ҩажәиаки разница еиԥшым зқьышәи жәибжьи хәыҷқәеи абырсҟак аиҟарамра ҟалеит нас ара статистика аӡбахә уажәшьҭа еизгашьа анҳамам ари апарламент ахьгьы знык ҩынтә ирасҳәахьан аха макьана еиҿкааны акагьы рыдрымкылаӡац абри абас иҟамларц азы ак ӡбатәу абри аԥсраҿгьы апроблемақәа ҳамоуп астатистика аԥсра уажәы ҩнызқьи жәаашықәса инаркны аԥсра хыԥхьаӡара ҳаракхо иалагеит ари ҩажәа инаркны ҩажәихԥанӡа ари ковид ыҟамыз усҟан иԥсыз зынӡа рхыԥхьаӡара рацәахеит аха уажәы астатистика иаҳаб ииз ртәы ари ахшара иурҭақәагьы рқьаадқәа ҳадаҳкылоит Минздрава ртәы абас еиҿарԥшны иҟаҳҵоит иаҳа џьара бжьахазаргьы ишьҭыхны иааҳҵартә еиԥш ари аԥсраҿы џьара ибжьаханык рыҟазар иҳаздырӡом
аӡәы иҳәеит абри ашәаџьҳарақәа аныҟоу убрахьынтәи иазышәҳәо ашәаџьҳарақәа уи уҳәансҳәаноуп, аиаша шәасҳәоуп. Убригьы ЗАГСқәа иҟарҵоит иԥсыз рзы актқәа, аха убри иԥсыз рактқәа абри тәанчара иҟоу. Избанзар аурыс пенсиа рмоуи Урыстәылатәи убырҭ иаҳа азакәан иақәныҟәоит. Иԥсыз абри тәанчаҩызар уи иашаҵәҟьаны дақәшәеит, идырбоит шықәсыбжак аҩныҵҟа идмырбаргьы ԥсыхәа рымаӡам. Аха аҿар ирыԥсыхәои? Аҿар ирацәаҩны иҭахеит ҳҳәоит, арахь астатистикаҿ усҟак иаҳбаӡом, избанзар амҩаду иануп, иахьӡои ачымазара рымоуп, рҩышьыгақәа ҟарҵоит, аҽакәоит, изхыԥсаауа рацәахеит ари аԥсҭазаараҿы. Интерес еиҭах шәасҳәоит, домохозяйствартәы анииз иԥсыз развод брак Асҭанда илҳәеит, ҩнызқьи ҩажәихәба шықәса рзы браки разводи еилалаз, еилыҵыз рхыԥхьаӡарак акәхеит 642 иџьоушьартәиуп, аха иамаз причинас лара илҳәеит, абри материнский капитал анаҩсуа Урыстәыла аԥҳәыс лымацара хәыҷы длааӡозар, иаҳа илзацлоит, иҵегь илзацырҵоит ацхыраара. Убри азы ирацәаҩны абра еилыҵны аӡамырхацәеи дара еилоуп, аха ари қьаадла еилыҵны иҟарҵеит, убырҭ рхыԥхьаӡара абырсҟак ирацәахеит, уи заилыҵра аӡам. Нами разрабатывается такая нормативно-правовая база, пока это еще проект, но со временем мы его уже представим, это обязать, то есть данных граждан о регистрации. Это как бы для статистики она необходима. Вот данный механизм пока в правовом русле у нас разрабатывается, он у нас в разработке, то есть мы, надеюсь, скоро мы как бы озвучим, когда уже итоговый результат будет. Приступив к данной работе, естественно, сразу мы увидели проблемы. Проблемы демографии на самом деле в нашей стране есть. То есть мы не говорим, что их нету, но мы говорим о том, что с 2010 года по 2023 год динамика рождаемости, она в целом она не изменилась. У них среднестатистические данные одинаковые о рождаемости. Мы проводили этот анализ. Почему мы пришли еще к выводу о том, чтобы к тому, что почему у нас вот разнятся данные с имеющим сегодня Госстатом. Это собранные материалы из разных ведомств. Значит, если в первый класс пошли 10 детей, то 6 детей, то есть обладая свидетельством о рождении абхазского образца, 4 Российской Федерации. То есть мы этих людей не видим. Да, ситуация по данным, сегодня статистическим данным, да, мы ситуацию поняли, но реалии что-то они... Хочется еще привести одни другие статистические данные. Сведения о количестве получателей пособия по многодетности с 2015 года по настоящее время. У нас многодетными считаются 3 и более детей. Значит, в 2015 году у нас являлись получателями пособия по многодетности 4042 семей. Детей 10993. У нас многодетность, вы сейчас в цифрах говорите о определенных вещах, это мы имеем в виду, если мы платим по многодетности как 4 детей, если 2 у нас становятся совершеннолетними, они у нас из статистики выпадают, мы платим за 2, но мы продолжаем их считать как бы многодетными, они у нас являются, но мы статистику берем несовершеннолетних детей, так что здесь цифры, конечно, да, до 18 лет. Да, то вопрос в том, что у нас пишется, что 10 999,3, это еще возможно больше. Просто они у нас потом с статистики уходят, когда становятся совершеннолетними. 500 рублей на одного. Это до 5, от 6 до 9 1500, от 9 и выше 3000 рублей. Не, мы не добавили разве в этом году? У нас проект только вот мы ждем его, должны спустить. Теперь хочется продолжить об этой статистике данные. Это вот я привел 10 тысяч детей, 10 993 ребенка, это на 2015 год. И приходим мы сегодня на май месяц 2024 года. У нас сегодня получатели данного вида пособия по многодетности семей составляет 5653 семей, а детей у нас составляет сегодня 15 233 ребенка. По национальному признаку мы имеем статистику, значит, с 2016 года, сколько
абхазской национальности, то есть пошли в школу. 1587 в 2016 году, 1614 в 2017, и динамика, она средняя этих цифр до 2023 году 1529. Сегодня у нас существует, здесь много говорилось о стимулирующих, да, вот, да, механизмов для того, чтобы повысить рождаемость. У нас сегодня работает межведомственная целевая программа развития демографии. Она у нас ежегодно меняется. Статистические данные, значит, в 2022 году у нас выплата производилась за третьего и последующего ребенка. Да, при министерстве. За третьего и последующего ребенка абхазской национальности количество на 2020 год составило 454 ребенка. В 2021 аналогично, ну, там разница маленькая. Вот в 2023 году мы начали вводить категорию за второго и последующего ребенка выплату. Уже у нас в 2023 году абхазской национальности 562 ребенка родилось. Категория 2. С 23 года. А вот с 24 года мы уже и за первого и последующего ребенка ввели выплату. И на сегодняшний день, то есть на май месяц 24 года родившийся, значит, абхазская национальность составляет 358. Абрезцара, абрезхудзыргара, шерешуш базала, я ицарус цару, ицару хендкаразжы, абри зиграбхецаз хапшрастуху, избанаукзер, аисхара, апсра, уже излаз базала раз зигражахко саназыдзир, гузырхо азцара корачадзаны цурцо. Убригнут псареха апхерансыртус, абрешхо, адзыргара зопхо, базан хучик лусура сахсажарстуху, ара изымдыруш базар qalot, астанда шалып хахашпха, хақшыжы, аусылвот, ацара дырылны палакуп, лара брешку, аси хучушыш ботаха, жашуксы дыджын, жашуксы рыла, эйзалгаза материал курыла и курсупа брешку. Хтухтала хара, зиги усқын ипситан, дженаткалырта яуат, Тимур Алиепа ачугба, дышдырот ира демографиот процесско, и бзидзен, и дырон, и напырылыкан, и рихала, дрепатрианта, дэнсы, ядзанакос бзидзен, и ликаон, и сымшок шачу, ажух коныкыйцу зидзару, сарако цуригон, конференция курчу, убри ирцуйлоп лырги, иштр дукландаот гукала, сыжлыр зыкзыкзандаз, изхандаз, хабас згухацхацу иҟоу лопаха, рыцҳарас иҟалаз ушәарабра шәахыҟоу схы иархәаны исҳәара исҭаху ҳҵарауаа иҵегьы зхьаԥшра рҭахуп. Иаҳҳәап, абри експедициа царазын илызҭыҵу сара ишәасҳәо, шәахымччан амла, шә-мааҭк ҽнак иҟан. Уажәы иҟарҵеит ҩышәи-бжакы имааҭ. Шәазхәыц, абылтәы азын хнызқь мааҭ ҵыԥх аахыс уажәыгьы илрымҭаӡацт. Абас иҟоу зҵаарақәа, иара абри аурыс иҳәашьа мелочҳа, абас ҳазнеир ҟалоит, аха абри алоуп аус шыҟало. Зынӡагьы рус ырманшәалатәуп. Иара иҭабуп ҳәа шәасҳәоит Вячеслав Андреи-иԥа абри ашәҟәы шәахадгылаз ԥарала. Абри дара ЦСУ ароуп иҭзыжьи абри ашәҟәы, ЦСИ абжа дара иршәеит. Абжа лара илшәеит. Агьыс даҽа зҵаарак сгәы зсырхьуа етнографк, етнологк иаҳасабала абра сазааҭгылар сҭахуп. Абыржыҿк чымазыҩраны макьаана имаҷуп анцәа иџьшьаны шәаргьы шәазхәыц ҳаԥсуа қыҭақәа ирылалаз ақыҭа абри анхара ақьаԥҭақәа рҿы иаҳҳәап ихыҵны ақалақь ихиаз иҭацәу абарҭ анхарақәа рҿы атәымуаа, атәымжәлақәа, атәымжәла зысҳәо гастарбайтерцәа, аузбекцәа, таџьықцәа наганы асиақәа, абыржә сара избот алаҳәарақәа. Иаҳҳәап, ақыҭа Тҟәарчал, уи қалақьуп, ақалақь Тҟәарчал ҳаб иҩны гылоуп, ҳшәыҳәоит шәааины, шәаашьклаԥш, шәынха, шәынҵы, изакәызаалакгьы акгьы шәымҳхӡом, убра шәынхалаҳа. Абри имаҷымкәа, сара имаҷыз џьысшьон. Саалаган мгәыӡырхәа ақыҭа сцеит ҽнак смаашьакәа. Дсыманы абри Џьакырԥҳа аспирантка еилаҳкааит. Абри СВО ҟалеижьҭеи, абри Азиа
Средняя Азия хахза, что обжарат Азиямпи, ава дары и рацаны хюнткарджа и тишинталу янгылу ялаки. Ара Вячеслав Андреевич Подонцовский говорит, пенсионный возраст, тагиро, пахсе, хараки, ао, насаха, климатер губхота, хаур губхотха, уягуцем, хари гуахтеру, Тимур Липа, яжух курчи, сымши хон, образовательный пиязу хочу, ежех банызки губихит, агастарбайтерца. Уяхас шакашксацхи. Убри ахера асцот, я озеро, миграция, служба, уйдаса усру разы. Я хочу вам сказать так, что у меня для вас две новости. Одна плохая, одна получше. То есть плохая новость заключается в том, что у нас действительно очень плохо регистрируется рождение детей. Очень плохо регистрируется в той части, которые выезжают за пределы Абхазии. Вы теряете, наша статистика теряет огромное количество детей. Моложе трудоспособного возраста население у вас практически не регистрируется. В той части, которые рождаются за пределами Абхазии, в основном это в Российской Федерации, они там же регистрируются, чтобы получить этот пресловутый материнский капитал, за который уже и за решетку попали наши женщины, потому что это все незаконно. Это все аферы, которые проводились людьми бесчестными, которые обманули наших молодых девушек, которых их там якобы прописывали, якобы давали им половину этой суммы. И многих людей они довели до безобразного состояния, до тюрьмы, скажем так. Я надеялась на то, что когда это все всплыло, что прекратится это дело. Но вижу, что все равно все время реклама, вот мы вас пропишем, никак не могут остановиться наши люди и понять, что играть в азартные игры с государством, тем более с Российской Федерацией, никому не стоит. Это все плачевно заканчивается. Вот что я хочу сказать, что все эти люди, которые рождаются в Российской Федерации, вы их теряете, они у вас не зарегистрированы никак. Единственное, где их могут регистрировать, это в Министерстве социального обеспечения, когда они приходят получать туда деньги. Вот туда придут все. И вот там их должны зарегистрировать. За этими сейчас же стали и за вторые роды давать, и будут давать, слава богу, за первые роды, дай бог вам здоровья. Вот тогда они все туда придут с этими своими российскими метриками, и вы всем им дадите эти 100 тысяч, а я бы не давала. Вот человек, который не хочет зарегистрироваться в Абхазии, он не должен получить эти деньги, потому что он выпадает. На него государство не может рассчитывать, что этот ребенок, его надо содержать, его надо в школу определить. Это все то, что Кама сказала, я совершенно с этим согласна. Значит, я бы на этом этапе провела бы какую-то статистику, в смысле какую-то запись определенную, официальную, и подавала бы эту информацию в Министерство статистики или еще куда это нужно. Это нужно сделать обязательно. Я, может быть, сейчас юридическим языком неверно это говорю, но я совершенно уверена, что единственное место, где можно это отследить, это только там, где они приходят за вот этим пособием. Больше нигде. И мне интересно, вот сколько людей ко мне приходят, дайте вторую справку. Вот у меня ребенок родился, дайте справку, мы хотим его в Абхазии тоже оформить. Причем абхазцам это не нужно, они знают, что они в любом случае получат паспорт. Это нужно людям не абхазской национальности, которые боятся потом не получить абхазское гражданство. И когда я им начинаю рассказывать, что вам надо пойти, поставить печать, сделать отметку о гражданстве и так далее, они даже абхазцы слушать этого даже не хотят. Им достаточно. Все равно, что мои дети все равно граждане Абхазии, они говорят так. Что хочу вам сказать. Количество родов по Абхазии не уменьшилось. Вот это вторая новость, хорошая. То есть количество родов вообще рожденных людей из Абхазии не уменьшилось. Но они рождаются не в Абхазии. Вот что хочу сказать. То есть вот то, что у нас было...
большой процент. Сейчас уже до 50% доходит. Сейчас доходит до 50%. Потому что все эти преференции, которые делаются в роддомах российских, их сейчас обследуют на генетические заболевания младенцев в роддомах. Прямо сразу в роддоме обследуют на сколько-то большое количество, 30 с чем-то наименований генетических. Это колоссальных денег стоит. Это колоссальных денег стоит. У нас этого нет, и этого не будет в ближайшее время, если эту программу не внедрить там за счет каких-то инвестиционных средств. Это очень дорого. Вот это одно. Всякие там пособия, материнские капиталы и так далее и тому подобное. Если вас интересует мое мнение только по нашему учреждению, я вам могу сказать одно. В нашем учреждении проблем с оказанием помощи при рождении ребенка нет. Есть такое представление, называется демографический квадрат. Ну, то есть, в общем-то говоря, вот квадрат, если брать, по углам его будут, вот здесь будет рождаемость, смертность, иммиграция, иммиграция. То есть, можно вот эти 4 проблемы одновременно нужно как бы держать в уме. Что у нас, допустим, с рождаемостью? Если у нас низкая рождаемость, то нам нужно, значит, получается, нужно молодых подтягивать, нужно подтягивать социальные пособия, нужно подтягивать первичную, поликлиническую помощь маленьким детям, детям до года. Что у нас с смертностью? Смертность в раннем трудоспособном возрасте, наркотики, аварии, убийства, суициды, вот с этим надо работать. Что у нас с иммиграцией? То есть люди у нас здесь получают образование, отучился в абхазской школе 11 классов, поехал на учебу в Россию или в ближнее дальнее зарубежье, там остался работать все. И в том, что касается эмиграции, то есть кто к нам приезжает. К нам приезжают жители Средней Азии, жители Юга России, вот на постоянное место жительства, на работу, временно, не временно. То есть вот эти четыре демографического квадрата, 4 его стороны, рождение, рождаемость, смертность, иммиграция, миграция, они должны всегда вот присутствовать, если мы хотим комплексно от этого подойти. Вот эти все 4 проблемы нужно выделить, плюсы и минусы. Плюсы и минусы в этом какие существуют. Допустим, плюсы и минусы какие? То, что к нам приезжают гастарбайтеры. Плюсы в том, что они у нас работают, они рабочие места создают. Но минусы в том, что они деньги выводят и замещают коренное население и в плане рождаемости, и в плане рабочих мест. Вот. То же самое, что касается смертности. Это увеличение средней продолжительности жизни, это доступная медицина, это среда нормальная, чтобы человек психически был спокойный, нормальный, чтобы он не хватался за оружие, чтобы не садился пьяный за руль. Вот это вот в каком-то приближении нужно по каждому из 4 вот этих пунктов углов квадрата нужно предварительно как-то вот структурировать. Позиция Минздрава, естественно, такая, что мы переживаем за демографическое положение, понимаем, что оно непростое, и проблема на самом деле комплексная. Она везде, во многих странах, и в том числе и у нас. Как мы стараемся этому помочь? У нас есть возможности проводить периодические профосмотры, и сейчас, которые проводятся в том числе, это по родовспоможению, обеспечение родильного дома всем необходимым для того, чтобы, значит, женщина, которая рожает, была обеспечена лекарственными препаратами, расходными материалами. Что касается детей, есть программы по обеспечению их лекарственными препаратами при, значит, заболеваниях редких каких-то. Ну и в общем существует программа по лечению, в том числе и детей, за пределами республики при необходимости. Раньше была отдельно выделена программа значит, программа ЭКО при бесплодии мужском либо женском. Вот. Сейчас она входит в общую программу, причем количество обращающихся увеличивается с каждым годом. Хотелось бы, конечно, чтобы финансирование для этой части было больше, но по мере своего финансирования, по мере возможности мы оказываем им помощь. Ахункар шпашас президент йома, дачат йома, премьер йома, где-то культура позагизаги,
أحنكر أخشر زوب أجلر رخشر زوب سامي أجلر ريز الحرزوب ريكور خرزوب تسكنا واحد شخكك ويزجوز يحمد ويزحن يحب أبسنا خدا ايكونوميك اشتخر زحز تعرف خدا عقوم زك ينيحو ويزجل تبسكنا يبزيني خصتو بحباب تروى جرت زبنا أقزر أبرياش حوزي سزجلو يساس إيكونوميزم ساس فيلولوج زجيزة إيكونوميكا خخو يباحقو سيمان دريب حد حضر بطاطا كيرساخو يزقاقو بزين يحضروا يباح بشاوي وبريقن بي حرا عايز خص راح تخو ناس جي إذا برقنا بري إدامينان كو زجراحي خضركو حنكرج أبزشا حب خزارة حب صبارة يفرخاش سيامو وبري وبرتزارك وخضروك ناس جي حدجو ناس جي بيتروا ردا شغزم ويا ميديسينا شاكوزات ويدا شخرخارت شاكوزات وي سدروم ايكونوميكا زخنجرة بتتروا خلب شرطخوب تشدلا خلب شرطخوب ويا أنا قزوم أتروا الخيا وجليارتخو أرتات ماب حنكر جوس وش يأكل شتو. И нам, чтобы развиваться, нам нужно экономику. Мы не должны бояться. Вот Исаак Андреевич привел пример, да, в Объединенных Арабских Эмиратах 18% коренного населения. Люди производят. Потом мы говорим о гастарбайтерах. Гастарбайтеры, да, они вымывают деньги, но они создают добавленную стоимость. Они создают какие-то, понимаете, если потребностей не было, их здесь и не было. Понимаете, у нас кроме... Сейчас, кстати, вот сейчас вот ведется учет гастарбайтеров на границе, там попросились, значит, наша миграционная служба создала службу, всех въезжающих начали контролировать, и цифры, да, цифры, я вам скажу, удивительным образом увеличились. Значит, это было очень много, бесконтрольно сюда попадали. В этом там еще будет система учета другая, более четкая, современная и так далее. Но мы не должны бояться гастарбайтеров, они работать сюда приезжают. И я не думаю, что, мое мнение говорю, я, может, заблуждаешь, вот спасибо вам, вы как бы ученые, знаете это, но многих я спрашиваю, вот у меня тоже в деревне, в семье живет семья узбеков. Как вы точно сказали, всей семьей они приехали сюда. И дети, и внуки, все здесь находятся, но они все, в принципе, здесь зарабатывают, деньги посылают туда, они там создают себе какие-то материальные блага. Ну, я не знаю, может, есть кто-то, но я ни одного человека не видел, который видит свою перспективу в Абхазии. Они здесь зарабатывают, хотят создавать себе там условия. Может, я ошибаюсь, но, по крайней мере, с кем я сталкивался, вот таких желаний, может, они скрывают, мне это не говорят, но да, я не встречал, да. Поэтому спасибо нашим ученым, спасибо вам за вашу работу. Вот, мы, конечно, знаете как, вот я еще раз сошлюсь на Зураб Джотовича, если у государства не будет экономически крепка, состоятельна, она не может решать все эти проблемы. У нас проблем много. Мы должны не бояться, мы должны развиваться, мы должны по-другому относиться к решению некоторых экономических вопросов. И тогда нам будет, наверное, легче. Сегодня, вы знаете, наш бюджет фактически, да, он состоит в основном, не в основном, уже меньше половины. Слава Богу, в прошлом году, в 2023 году, первый раз собственный бюджет нашего государства стал больше помощи извне. И в этом году, вот, что детская больница сейчас 700 миллионов выделена, тоже это внешняя помощь, помощь Российской Федерации, но оно будет тихо-тихо идти, мы должны сами развиваться, мы должны иметь собственный, у нас есть соответствующий потенциал, только грамотно надо ее реализовать. Спасибо вам за вашу работу, я надеюсь, эту тему мы будем обсуждать еще, и оно не будет, как бы вот послушали и разошлись.